Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такой вот в работе Honda Fit Shuttle гибридный. Ну и вторая у нас машина сегодня просто шаттл вот такой вот. Значит, такие работы будут проделаны. Здесь будет у нас обслуживание выжимного подшипника. То есть человек не стал ждать, когда он выйдет из строя оригинал. Мы его будем снимать, смазывать. Вот. Ну а здесь у нас получается замена масла в вариаторе. Я сейчас хочу немножко рассказать о том, что нам нужно для того, чтобы поменять масло в вариаторе. Вот. Здесь стоит вариатор обычный. В общем, нам нужна будет прокладка вот такая вот, чтобы снять поддон. Ну, то есть поддон моется. Там есть внутри фильтр поддона. Вот такой вот. Тут даже вот номер какой-то. А, нет, номера нету. В общем, вот он. Фильтр. Масумовский МФТ 5004. Вот номера егошние, видать, есть. В общем, можно масумовский, можно оригинальный поставить. Фильтр теплообменнику такой идет. Это вот, кстати, коробка вот от теплообменника. Вот. А эта коробка уже у нас от вот этого фильтра. И у него уже номер SV 9050. Transmission Filter Kit. То есть это у нас кит. Он идет у нас уже фильтр и прокладка. О, это ценники, да? Что почем стоит? Да, 1300. Теплообменник, да? На теплообменник 1300. А вот это сколько стоит? Ну, тоже в районе в районе рубля тоже где-то, наверное, с копейкой, да? В общем, вот такие вот нам детали нужны. Ну и масло, соответственно, сюда заливается у нас ХММФ-ка. Примерно 4 литра туда должно войти. Ну, посмотрим, будем сливать и заливать. Будем смотреть, сколько сольется, столько и зальется. Вот. Ну и потом сделаем калибровочку вариатора. Нам надо будет несколько тестов прогнать, посмотреть, как у нас работает клапана, как у нас работает насос и все такое. Ну и на этом все. Вот такая вот будет у нас проделана работа. Макс пошел шаттл разбирать. В общем, сливаем к ХММФ-ку. Вот здесь вот болт есть. Его выкручиваешь и сливаешь. Там вот такая пробка. Это пробка магнитная. Она собирает металлическую стружку. И всякое вот такое вот. Вот сколько грязи. Вот это вот все. Все, что он насобирал. И там еще есть в поддоне магниты. Их тоже промывать надо. Вот сейчас мы сольем масло, узнаем, сколько у нас масла сольется. Мы замер сделаем. Ну, примерно столько же надо залить. Вот такие, ребята, магниты стоят здесь. Вот их мыть можно. Хорошенечко все промоем сейчас. И будем ставить на новую прокладку. Вот масло заменили. Вот такой вот фильтр там внутри был. Масло грязное, черное. Вот такое вот. Залили свежее ХММФ-ку. Вот такое вот. В общем-то, залетело чуть-чуть меньше. Там грамм 50 осталось, наверное. Вот. Дроссельная заслонка очень грязная была, тоже чистим. Вот. Сейчас почистим, поставим. Автомобиль обучим. И все, и можно в путь. 6 лошадей. 86 лошадей. Да? Ну, я не помню, сколько у него. Ну что-то так, и плюс гибрид. Вот он, наоборот. Видишь, оборот, 8 клапанов. обороты принял. Сейчас после обучения. Ну, обучает обороты холостого хода. Все. Сейчас у нас дроссель чистый. По вариатору тоже все должно быть ровно. Сейчас еще вариатор откалибруем чуть-чуть. Ну, не откалибруем, там тесты пройдем. Кое-какие. 8 клапанов. Но они легко делают, просто разбирать. Я сам хотел отрегулировать в этот зазоры, не знаю, искал этот двигатель. Зазоры? Я знаю ваши зазоры. 15. Выпускные. 20. Около
26 бат. 15, 26. Ну ты же, у тебя же такой же на ЖД-1 был, да, двигатель или другой? ЖД. Ну, это Похоже, не- да? Ну да. 8 свечей же. Да. Ну-ну. Ну это немного усовершенствовано. Ну-ну. У тебя на ЖД-1 ЕГР был? Да, конечно. Уже был, да? Всех есть. Абсолютно. Это уже с какого-то года пошло. Так, прикольный аппарат. Ну, вот эти хорошие, они надежные аппараты. А что это у них? ЖД-2 кузов. А, номер. А, нифига прикольно сделали. Я, если что-то не знал, что у него номер-то здесь, оказывается. ЖД-2 кузов. На шаттлах там, под сидушкой. Ну, здесь, сбоку. Нормальный аппаратик. Что, Макс, говоришь, тут, короче, вот шаровая. Посвети-ка туда. Вот пыльник порванный. Сейчас, подожди. Линка печальная. Надо менять их, по идее. Болтаются все. Ну тут помоем. Ага. Вроде бы как бы это нормально. Так все вроде бы целенькое, да? Вроде нормально. Болты Эти нормальные все. болты нормальные. Колодки нормальные. Привода в порядке. Угу. Так, Все пыльники, да? Целые. пыльники целые, да. Именно вот шаровая, вот это. Угу. Ну тут пыльник поменяем. И линки мертвые. Ну. А и та шаровая. Такая, блядь. Сама шаровая печальная. Сама шаровая. Ну, пыльник целый, блядь. Может, Ну сам потрогай. ватная. Ну ватная, ну. По идее, пыльник целый. Ну да. Базара нет. Ну, походит, наверное. Походит. Да. Достали коробку. Не шумит ничего вроде особо. Ну так, чуть-чуть есть шелест какой-то и все. Ну это фигня, да? Ну, это вообще мелочь. Ну все сухо, смотри, нигде ничего не подтекало. Да, абсолютно. Все отлично. Сцепа хорошая вроде, да? Смотри, диски. Тоже нормальные вроде. Там тоже ничего вроде не подтекает. Это еще сколько я видел оттуда. Сколько грязи, ё-моё. Офигеть, да? Это я еще половину видел оттуда. Ну, вылетает, да, всякая фигня. А переверни ее. Перевернуть? Ну. Перевернуть не могу. А, понял. Только если так могу. Вот так. Тут тоже много грязи. Новый как будто бы. Ну, диски толстые, хорошие. Прям хорошие диски. Ну, я бы не сказал бы. Да? У него уже пиздец. Ну, вот этот-то нормальный. Ну, маленько подушки уже, да, нажили. Слабоватый. Он как-то еще, блядь, неравномерно, что ли, как будто. Он блядь, неравномерно, да, съедает его. такой- Неравномерно. Неравномерно. почему-то. С одной стороны больше, с другой меньше. Все, сейчас вытащим подшипник, помоем, смажем, да? Ну, это получается он рестайлинговый. У него некоторые там немного изменений есть Да. на маховике. Да? Лепестки.
Там у него такие зубчики, тык-тык-тык-тык. Ага. Сколько зубчиков ты можешь развести? А, ну. На улице красота, скоро грязь ждет. Все подсохнет. Уберемся тут немножко. Такая красота. Там скоро тоже снег растает. Четко будет. Да, когда лето аж радуется. Душа радуется, когда лето. Что, ты ездил, везде? Смотрел вчера? Сделал. Что сделал? Ошибки убрал. Из ошибок опять? Но Что, он собирает ошибки? до хрена. Сейчас вот вышибли подшипник. Че, грелся жестко походу. Он вообще. Вот. Да? Вот он. Вот у меня может подшумливать. Звучок? Ну да. Ну он по пластине получается же, по вот этой. Сука, запросто. Что-то ебать, какой у него Люфт жесткий. Прям жесткий. Сухой он, пиздос, как не знаю что. Абсолютно сухой. 100%. Сейчас будем смотреть. Вон ту бери широкую. Вот это что ли? Ей, наверное, широкая. Чересчур здоровенная. Да. Вот это может. Так, этот сухой. Жестоко сухой. А что, ну гудрон? Гудрон. Гудрон похожий. Угу. Ну, вроде сепаратор. Ну целый. Как будто целый, ага. Так. Здесь, конечно, надо чуть-чуть поаккуратненько. Аккуратно сами, братан. Да, да. Не зацепи. Нормально сейчас будет. Нет, это что-то так себе. Где моя, блядь? Вот это вот получше, наверное, будет. Или вот это. Вот это вот нормально. Широкая. Сука, не хочет пидорас. Выходит потихонечку. Неохота, конечно, блядь. Пацан. Вышел? Ага. Походу. Сейчас, подожди. Да, он возьми широкую. Широкая. Широкая на широкую. О. Тоже вообще жестко сухой. Вот дрон вообще жесткий. Вообще. Ну, он бы скоро приехал. Точно. Выработка на этом нормальная. Да, прилично. Приличная канавка. Приличная канавка. Набил канаву уже чуть-чуть. Ну и люфт. Вот этот сильный люфт. Да? Вообще. Ну, Такой может зашуметь. В принципе. Ну посмотрим. Дай бог. Будем надеяться. так. Где-то там у меня игрушка была.
Ну этот еще более-менее, да? Ну, Такой. вот такая Ну, вот у него. грязь. Грязи много. Вон грязи сколько много. Ё-моё. Сепаратор не пойму. Целый, не целый. Пока не понять. Но. Это односепараторный. Но должен быть целый вроде. Как будто целый. Ну, мыть надо. Проверять его. Но вот этот подшипник холостой не сильно сухой. Вот этот бы первее вышел бы из строя. Угу. У этого еще какая-то жишка там есть. Ну, грязная очень. Ну, Люфтит он ужасный пиздец. прям. Жестоко люфтит. Значит, выработка у него шикарная. Подшипников я имею в виду. Ну вот, такая вот смазка хуйня. Литоу, блядь, похож. Угу. Ну все, что? Мыть да забивать смазкой его хорошенечко вымывать надо. Макс все протер. Коробочку всю вытер. Сцепление почистили мы. Вот. Все смазал. Сейчас будем ставить. Ну и все собирать, в принципе. Здесь тоже маховик Макс уже все подготовил. Подшипник смазал. Сейчас будем коробку ставить. Идеальная же какая-то тишина. Ну, Да. ну туго она, конечно, крутится. Не, ну да. это понятно, что он сейчас смазкой набился. Хотя я там смазки много не наносил. Ну, много и не надо. Ну, нормально. Он потуже стал. Из-за смазки, конечно. Но нормально. Но он тихий. Тихий. Тихий пиздец вообще. Тихий, а. Из-за его Это хорошо. Я ее отогнул еще. Пластинку? Да. Ну. Ну, правильно. Гофра или как гофра? Или как Нет, это защитная пластинка. Ну, поедем, короче. Ну. Все, смазали все, поставили. Тишина. Сейчас будем втыкать коробку. Вон Макс закатывает балку. Сейчас поставим балочку. Коробку поставили уже на этот шаттл. Сейчас скоро будем калибровать. Ну и думаю, все нормально. Продлим жизнь подшипнику. Все, Макс почти шаттл собрал. Колеса осталось. Электронику куда осталось? Бачки залиты, дросселька поставлена уже тоже. Сейчас скоро калиброваться будем. Все нормально. На зарядку не ставил, да? Надо поставить. Или откалибруем на нем, да и все. Похуй. Ну, подключим, да, откалибруем. На заряде. Грязи много, да? Приступаю к калибровке шаттла. Смотрим все на ошибочки, проверяем. Пробег шаттла у нас 142 315 километров. Обслужили выжимной подшипник. Шаттл у нас 2017 года. Прошивка уже более новая стоит.
Тут уже идет перезапуск ТЦМ. Все, актуатор прокачался. Успокоился. Сейчас будем делать калибровочки. Все, практически откалибровали машину. Последний этап сейчас. И все. Никаких шумов нету, все хорошо работает. Все тихо. В этом автомобиле нам еще надо поменять масло в двигателе. Это мы уже завтра сделаем. Ну и прокачаем тормоза. Бачок помоем тоже АБС-ки. Новую жидкость зальем. И все будет четенько. Вот такое у нас обслуживание шаттла. Тишина, ну. Вообще четко. Ну, Все обучится, все нормально станет. Сейчас обучается дроссель у нас. Ну что, сейчас тормоза прокачаем, масло поменяем. И все. Вернулся к нам блатной шаттл, затонированный весь. Вот такой вот красавец этот гоночный. Короче, поменяли мы ему сегодня бачки актуатора. Выходила по утрам ошибка, шестеренка. Ну и это. Бачки сменили. Вроде бы нормально заработал, не знаю, посмотрим. Ну, сейчас пока вот стоял сколько, да, завел, все хорошо. Сейчас мы их местами поменяем, тот шаттл с этим. Здесь будем прокачку тормозов делать. Ну и поменяем масло. Так, тоже вообще четкий аппарат. Дышки у него клевые, конечно. И подсветка у него вообще вот это мне нравится, очень красиво смотрится. Да, подсветка лютая, да, скажи? Нет, в тонированном, конечно, круто. В тонированном вообще кайфово, да? Они вообще не видно. Вот че тонировку не разрешат, да? О, блядь. Ну это ж кайфово, ё-моё. По кайфу с тонировкой ездить. А так, да, вот здесь тоже подсветка вот так вот. Четкие аппараты. Что тот, что этот. Тот 17-го года аппарат. Ты представляешь его затонировать, да? Тот, вообще красота, сразу красота будет. И литье зашибать. Да. Но Вообще. Литье вообще дофига что дает. Сразу вид меняет. вообще машины. меняется. Да. Как будто разные машины, да. Да. Вот так. Классные аппараты. Гибрид. Вот сегодня у нас 2 шаттла сразу, да? Ну, Дубль. Работаем. агрегат. Вот он, наш гибрид-центр. Вечернее время вот так выглядит. Красота. Сейчас будем выгонять аппаратики. Этот будем загонять туда, этот будем сюда, менять местами. Завтра этот у нас забирают. Ну а это мой Астон Мартин. Стоит, ночует. Или Lamborghini Diablo. Макс, это что у нас? Lamborghini Diablo или Aston Martin? Камара. Камара?
Слушай, а на улице-то как зашибись, да? Красота, ну. Ни хрена, мы что, лето дождались, что ли? Наконец-то. Всю зиму мы с Максом прохреначили, да? Ну, Тачки эти ремонтировали. И на эвакуаторах тут привозили, что только не было. Красота. Ну, сейчас все подсохнет, тут эти лужи. ну, Ну, все равно подсекает. да? Все, заливаем масло. Поменяли маслица в мотор. Клиент свое масло привез. Вот залили. Масло как там? Томпсон называлось, да, горел? Или Рольф? Ну, короче, что-то типа такого. Тот шаттл мы завтра будем повторно разбирать. Короче, выяснилось момент. Бежит у нас, маленько подсыкивает с выжимного подшипника. Так что будем по гарантии исправлять проблему. Завтра мы разберем его, снимем подшипник, будем смотреть, откуда сыт. Скорее всего, с манжеты побежала. Либо, может быть, с резинки с уплотнительной. Ладно, не суть, разберемся. Бывают в жизни огорчения. Придется второй раз коробку скидывать. А этот завтра в лаз уедет. Этого мы обслужили. С ним все хорошо. Мы с Максом прокачиваем тормоза на этом шаттле. Просто охреневаем. Какая жидкость черная. О. Ну просто жесть какая-то. Клиент говорит, меняли тормозную жидкость. Но меняли, походу, только в бачке. Потому что у нас не знают, что надо еще скачивать. С каждого колеса сливать по 300. Каждый контур надо прокачивать, конечно. У нас сейчас вот такая жидкость. Чистенькая. Как слеза младенца. Вот вторую банку ТСЛки уже туда заливаю. Там, в принципе, второй поршень есть. Может, еще и поршень надо проходить. На. Обслуживать по ходу. Ты имеешь в виду этот? Ну да. Не, ну по идее нет, он прокачивает уже систему. Он через него, по сути, Да, через контура. Но. Так что мы же до самое дальнее колесо, когда качаешь, все проходит. Не, ну если как бы воздух есть, если воздух появляется, то... Ну если воздух да, появляется, то то да, там штуцер специальный есть, его откручиваешь и все. Два. Да. Ну, это получается контур. Контур. Два контура. Контур, да. Задний и передний. Да. Ну, сейчас доделаю шаттлика. Уже почти готов он у нас. Практически все сделали. Все обслужили. Мы ему сегодня тормоза обслужили. Неземной обслужили. Масло поменяли. Короче, все сделали как надо. Тачка просто бомба. Все. Сейчас мы выжимной еще раз обучим. Поедем прокатимся. И на этом все. Так, поеду прокачусь. Так, заходим в режим обучения, АКПП, мини-регулировки. Че, Макс, ты поедешь прокатиться? Нет?
Прокатимся, посмотрим, как идет машинка. Потихонечку, не пинается вообще, даже с первых выездов не пинается. Это лужа, скорее бы уже ее не было. Обучилась одна. Все обучились. А тачка хорошо едет вообще. Шатлец. Сейчас вообще хорошо, так плавно идет. Здорово. Любимое место приехал. Тут стояночка очень удобная. Такое тут зеркало прикольное есть. Зеркало-регистратор. Ну вот, пробег 142 316. Обучили ротор электромотора. Все, можно ехать в путь. Вот такой вот у нас шаттл получился прикольный. Ну, что могу сказать. Вот такого красавца мы сегодня сделали, обслужили полностью. Красивый аппарат. 17-й год и более-менее свеженький. Все. Ставьте лайк, ребята. Подписывайтесь на канал.